Как уберечь молодежь от дороги в пропасть? Ведь зачастую именно молодые люди становятся главной мишенью экстремистов и вербовщиков. В регионе одним из действенных профилактических мер считают поучительные беседы с молодежью. Так, в медколледже Карабулака прошла встреча представителей АТК и местной администрации со студентами. Говорили, как отличить истину от лжи и как обезопасить себя от псевдорелигиозных наставников на просторах интернета. Именно молодежь чаще всего становится жертвой, одновременно живым орудием в руках террористов, предпочитающих прятаться за спинами обманутых юношей и девушек. Чтобы защитить и уберечь юное поколение от влияния экстремистов, антитеррористическая комиссия города совместно с представителями духовенства провели профилактическую беседу со студентами медколледжа Карабулака. Секретарь комиссии Магомед Чехкиев в своей вступительной речи напомнил ребятам самые громкие теракты, которые происходили в нашем регионе. Теракт на ГУВД Карабулака, где погибло 2 человека. Это есть теракт в Карабулаке, где 2 человека пострадавших. Теракт на ГУВД города Назрань. 25 человек погибших, около 165 человек пострадавших. Это большие последствия нашей мишени. Организаторы встречи доносят студентам: терроризм – одна из глобальных проблем, влекущая за собой лишь многочисленные потери человеческих жизней. И молодые люди, самые активные пользователи интернета, первые жертвы вербовки. Просторы всемирной паутины заполнены видеороликами, в которых учат изготовлению самодельных взрывных устройств и стрельбе из автомата. Много молодых людей вовлекаются в терроризм из-за банального желания, богатства, либо самоутверждения. Их привлекает страсть к оружию, поскольку они все еще были молоды и стараются показать, что они чем-то крутые, но при этом они наносят вред своей семье, поскольку родители волнуются за своих детей, о том, где они, почему они выбрали этот выбор, живы ли они вообще. В первую очередь я бы постаралась поговорить с человеком и узнать, почему он это делает, почему он именно идет по этому пути, нет ли какого-то другого выхода. Если я могу оказать человеку какую-то помощь, я бы помогла ему и как-то старалась бы отговорить, чтобы он не делал этого. Еще одной темой встречи стала и проблема наркомании, остро стоящая в городе в последнее время. Имам мечети Магомед Султыгов призвал молодежь не поддаваться на провокации и не употреблять запрещенные препараты, приносящие вред здоровью. Стоит отметить, что к решению проблемы наркомании в городе подключаются не только правоохранительные органы, но и активная молодежь. К слову, председатель молодежного совета Карабулака Урсхан Барханоев со своей командой уже около года ведет борьбу с этой напастью. У нас обращаются, что по этому адресу живет какой-то человек, продает лирики, тропикамент. Мы информацию берем, смотрим за этим человеком, наблюдаем за ним. Если у него появляется товар, то мы информацию передаем в ГУВД в Карабулаке. И совместно с ними едем к ним и задерживаем. Потом его передаем его родителям, вместе с старейшими. Мам с нами бывает, тамада бывает. Вместе с ними идем к его родителям и объясняем, что так вашего сына поймали, объясните ему, чтобы больше не повторялось. В завершении участники встречи в очередной раз призвали молодежь осознанно обдумывать каждое решение, чтобы в будущем не пришлось жалеть об этом на всю оставшуюся жизнь. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.